Ветрами, ветрами. Да. Во, у нас в гостях. Встреча с Александром там было интересно, там еще какие-то дела у нас были. Был товарищ Фронина 50 лет, очень для меня важно было посетить, поздравить его, сказать ему один из наших столбов демократического развития. Пресса бывает разная. Черт возьми, лет 30 назад нельзя было мечтать, что наша пресса будет говорить разное. Она была вся проинструктирована, комсомольцы стояли там уже с написанными боевыми листками, только оставалось ставить правильные фамилии и фразы. Уже прогресс большой. Нахожу проблему нашей свободной прессы, когда просишь, чтобы вы там приучите. Вот попробуйте приучить наших людей к двум точкам зрения, но так, чтобы они были реально убедительны, чтобы каждый выступающий противоположной точке был солидно подготовлен, не на уровне один кричит там Жириновский, а другой там пытается что-то действительно разжевать. Не работает так. И вы увидите, что люди перестанут читать ваши издания. Они нуждаются, чтобы точно кого ненавидеть, точно кого любить. Ну да, им подсказка как бы нужна. Да, они привыкли. Поэтому тут у нас миссия у всех еще долго. Я сейчас пойду в библиотеку, в интернет. У меня тут есть дела поважнее, а тут вы со своими. И тот убедительный, и этот убедительный. Поэтому лучше всегда одного выставить дураком, так положено для наших, а другого, в зависимости от симпатий, личных или редакторских. Все, поехали, давай. В итоге самому может дураком оказаться. В принципе. Получится, что ты И дурак. потом получить в ответ сам дурак. Да, это я вас, чтобы объединить нас всех с одной целью. Как-то надо людям это приучать, чтобы они все-таки разные точки зрения выслушивали, продумывали, отвечали за выбор свой. С губернатором мы обсуждали, целый ряд вопросов, которые у нас застряли там на федеральном уровне. Мы хотели посмотреть, как они все с трудом проходят те инициативы, которые проводятся. Притом, тут, при всей моей критике Юрия Александровича, как партийного оппонента, я скажу, что он в вопросах этого не стратегического, в вопросах оперативно-тактического очень эффективен и очень старается. По крайней мере, у нас нет сведений о его личной нечестности, раз, что положительно. Он толерантен и терпим, два. И он делает очень много. Я с ним много не согласен, что много там, когда государство что-то делает, мне кажется, это не будет эффективно в бизнесе. Но он именно об этом чаще говорит. Там вот тут, мы вот здесь. Но по целому ряду вопросов мы нашли. Можно как-то обозначить поконкретнее? Какие реформы? Что тормозит? Реформы. Чего касается социальной сферы? Мы не обсуждали. Мы говорили там о каких-то вопросах, которые надо помочь на уровне того, что, вы знаете, у нас бюрократия крепчает. Мы обсудили, что количество федеральных структур в области выросло с 23, как вот я помню, лет 10 назад примерно, до 40 уже там, почти 40. Это означает все больше регулирующих федеральных институтов, конечно, которые выполняют роль, честно говоря, тормоза для экономики чаще всего. То есть они какие-то берут на себя регулирующие функции, но вы знаете, способность нашей бюрократии к регулированию ограничена ее жадностью. И она старается всякую регулирующую такую функцию превратить. Безгранично. Или точнее, да, она не ограничивается ничем. Поэтому возникновение любых вот этих структур, они заставляют теперь делать противодействие какое-то лоббистское. Нужно каждую бумагу там спрашивать, и чего она тут лежит. Поэтому здесь нет такого сейчас конкретно, у нас нет там вещей. Я вас спросил, Александр, давайте так, скажите мне, какой самый приоритет? Говорит, давай детей вот попробуем, давайте выберем детей. В этом смысле я его поддерживаю, и мы наметили там. Принято говорить, Россия цивилизованная страна, но. И дальше стоит что же нам мешает-то? Мы чем-то отличаемся от других регионов России или все те же самые? Регион в целом, да, посмотрите, более отличается чем он. Он, кстати, более здоровой стороны отличается от многих регионов, даже передовиков с точки зрения экономического здоровья. Если вы посмотрите самые наши, там, Белгородчина у нас такой сельскохозяйственный лидер, там, Калуга, Мордовия, там, Татарстан, там, и посмотрите их долги, например, с нашими сравните. Даже при нашем там бюджете 67 миллиардов, долг там 5-7, что ли, не такой уж большой по сравнению там со 100 миллиардами Татарстана или там с несколькими бюджетами
Мордовии и так далее. То есть в этом смысле область достаточно ответственно управляется. Нет популистов, которые назанимали и все это выбросили там в стадионы во что-то. Я могу только приветствовать. Просто всему есть мера. Когда мы сравниваем с нашими худшими образцами, там, или с Кавказом, вот в Чечне, посмотрите, все строится. Но строится что? Мечети, школы, допустим, институты, стадионы, там, дома правительства, один, второй. Экономика. Нашел 2 только автосалона. В одном вход с оружием воспрещен, написано на двери. Притом без сервиса. Сервис ездит в Минводы. А написано на русском? Написано на русском. Понятно, что экономика будет, бюджет будет тоже 60 миллиардов. 64, по-моему, Чечне, но 8 миллиардов только сами собирают. Если мы все-таки 60 сами собираем, то 8 то, что остается. Мы же собираем и отправляем в центр. Мы сейчас вот берем чистый дефицит такой технический. По крайней мере, наша область выглядит в этом смысле действительно богатой, здоровой, и большая часть идет и со стороны бизнеса. Другое дело, он растет очень медленно. Грузия приняла решения резкие, да? Они просто взяли, отменили трудовое закон. Не отменили, но написали, что если мы с вами договорились, вы будете работать у меня 12 часов без всякого отпуска, то это является выше трудового законодательства. То есть как бы мы с вами решили, мы подписали. Да, это все. Вот по... Европа на них там уже кричит: вы что, мы вас никогда не примем с таким. Они говорят: вот пока мы сейчас не научимся, тут не поднимем экономику. Черт с вами, кричите на нас. Потом, да, вы когда-то в Англии, у вас там дети работали по 12 часов. Ничего, вы там добились, это профсоюзами. А мы еще вот... Но когда вы побеседуете с руководителями экономического блока, они вам ответят: ну ничего нет в стране. Ну не на чем зарабатывать. Ну когда создаешь вот эти правила игры, трудовое законодательство, всего 5 налогов, все отменяется. Что там, кто там, таможенник стоит, проверяет группу туристов? А почему? Ну как же, я делаю все по инструкции. Снять его там, какой-то сам Саакашвили там вмешивается. Когда этот процесс и все министры так себя ведут, через какое-то время пошла экономика. Бюджет почему-то стал там. Не потому что американцы. Американцы помогают там $404 на человека, гораздо меньше, чем другим странам. Но помогают через систему помощи, так называемой, развивающим странам. Там умно помогают. Можно, как мы, Белоруссии, даем там по 5 миллиардов в свое время давали, сейчас существенно меняется, но все равно. Тем самым поддерживать старые соцпредприятия, которые не жизнеспособны. И получается, мы украли у Беларуси 20 лет, которые должны были идти на развитие новой экономики, а люди привыкали работать там, можно выпускать и БелАЗы и прочие, за счет дотации они будут рыночные. Когда приходит когда-нибудь конец и расчет, все это валится. А нет тех структур, нет тех настроев, институтов, и нет людей, которые, вот, знаете, вцепились зубами, прошли, построили новую экономику, которой нужно. И вот грузины в данном случае пошли по такому пути, там есть чему поучиться. Но это очень жестоко. То есть экономика имеет возможность даже непонятно как развиваться, когда там люди есть, они начинают находить, как, что делать. Они на тех плантациях, где чай, нельзя было конкурировать с индийским чаем, который мы пили раньше, грузинским. И все кричали во времена там... Шеварднадзе поддерживали, датировали с тех несчастных оставшихся денег, что выбивали из кого-то. Высохло все сначала, а потом стали развивать тонкорунных овец, которых, оказывается, только там они растут. Но это на экономической базе, это на реальном прибыльном рыночном производстве. Не решением ни администрации городской, ни областной, ни федерального правительства, ни программами. Это бизнес должен ставить задачи. Как только там государство, риск колоссальный. Может, конечно, что-то и сделать. Но мой опыт свидетельствует, что... Дайте сюда инвесторов, дайте климат, они точнее определят, что здесь надо производить. Они, во-первых, рискнут, кто-то упадет на нос, кто-то сделает еще. Здесь мы вот с Юрием Александровичем расходимся. Если построить завод в Оренбургской области, по сравнению с Петербургом, где сейчас большинство автозаводов, стоимость машины возрастет примерно на $2500. Потому что таскать сюда вот эти комплекты и потом развозить по стране стоит огромных денег, пока нет порта и пока нет здесь производства всех этих комплектующих. Здесь некому производить, нет того рынка. И на сегодня даже АвтоВАЗ не способен будет, оказался, выжить в одиночестве, потому что нужно продавать по всему миру. Нельзя даже, имея мощность 700 тысяч, думать, что ты выживешь. Почему? Потому что когда ты заказываешь что-то
на 700 тысяч, у тебя такая цена. Ну, когда ты заказываешь 3 миллиона, там делают это промышленным способом, какие-нибудь амортизаторы, что-то, и везут. Поэтому, честно говоря, раньше в аграрных государствах объем или размер государства всегда было хорошо. Можно было больше собрать населения, больше налогов, больше там еще завоевать территории. Сегодня размер – это не преимущество, а это проблема. Когда вы организуете в Оренбурге автозавод, вам нужно иметь в виду, что из-за климатических условий вам нужно примерно на одного работающего 3 человек, чтобы снег убирали, топили там, по сравнению с каким-то Наоборот, охлаждали. городом, где это все можно избежать. Вспомнилась эта недавняя история, когда приехавший к нам Жерар Депардье моментально получил гражданство, а когда люди, у которых здесь мама, допустим, или дети, годами не могут получить гражданство. И все это на фоне вот выглядело, вот как вы этого восприняли, эту информацию? Я примерно знаю, как она происходит по другим. Я не участвовал там в выдаче паспорта Депардье, и это вопрос был Владимира Владимировича. Но вы, например, завтра встаете на позицию, как бы помягче выразиться. Вы лучше говорите, как вы. Ну, как есть, это Мы не ошалевший от бесконтрольности бюрократии. Вы встаете и начинаете играть в то, что вы уже видите как главную цель. Вот как нам тут показать там Америке, или как мне паспорт дать любимому, там еще что-то. Вы забываете, что у вас в Северном там на гроб скидываются, и у вас невозможно вот так себя вести. Это от несменяемости, это от отсутствия всякого контроля парламентского, потому что народ передал вам столько голосов, действительно вас любят. Ну и частично бюрократия там сфальсифицировала и так далее. Вы все это знаете примерно, почему это происходит. Но в этот момент вы уже забыли, как там проблемы живущих людей. Вам нужно думать, следующий саммит, я приеду, там вот этот вот, да, ну надо ему там показать, что мы-то, ух, как. Да, а тут мне приятно встретиться, там, тут Пол Маккартни. Это, к сожалению, любой человек слаб начинает в это заигрываться. Произошел, к сожалению, такой спор 2 лидеров, который не ставит впереди цели там самой политической борьбы, оппозиции. Я полагаю, вот сейчас мы уже ничего не сделаем, сейчас мы заняли позицию, мы будем поддерживать Фролова, но через какое-то время мы соберем всех, это будет трудно, но придется через какие-то там, не знаю, в клетке ставить барьеры, но нужно всех объединять. Это все люди наши, все, которые, в общем-то, выстаивали против сильного давления, бюрократии, администрации, и всех их ценников, даже их мало. Поэтому будем... Ну вот сейчас да, такой срыв.